В одном из самых живописных мест Крыма, во дворце замки Ласточкино гнездо, представили выставку, приуроченную ко Дню крымско-татарского флага. Такое мероприятие, организованное руководством замка и музеем Амитхана Султана, здесь провели впервые. Идея принадлежит самому дворцу музея «Ласточкино гнездо». У них по программе было народное мероприятие такое, посвященное крымско-татарской культуре. Проведение этого культурного мероприятия приурочен был к Дню крымско-татарского флага. Но впервые это выставки здесь именно крымско-татарской тематики в этом дворце. И мы как бы свою небольшую лепту внесли в организацию тоже этого мероприятия. Эти места посещают очень много людей. И, конечно же, когда они сюда поднимаются и здесь будут видеть крымско-татарские вещи, крымско-татарские картины, конечно, они будут уже сталкиваться с самим названием «Крымские татары», «Крымско-татарская», и будет им интересно дальше узнать историю, может быть, этого края и нашего народа. На выставке представили ювелирные изделия крымско-татарских мастеров XIX-XX веков. Пояса, украшения, серебряные футляры для Корана, кисеты, изделия для быта и многое другое. Здесь выставлены также изделия мастеров крымско-татарских, в основном с Бахчисарая, на которых просто передается высочайшее мастерство, филигранная техника в обработке изделий. И вот это очень большой и живой интерес у посетителей. Я вот часто на это обращаю внимание. На выставке представлены также картины Нины Жабах. Художница жила в Бахчисарае с 1906 по 1924 год и посвящала свои работы жизни и быту крымских татар. Нина Жаба запечатлела множество бытовых сценок, те самые повседневные штрихи, которые оживляют прошлое. Это художница первой половины XX века, которая изображала на своих маленьких, в общем-то, картинах, акварельная у нее живопись, быт крымских татар. И сейчас ее картины, как парадоксально, через много лет по ним изучают быт и этнографию крымских татар начала XX века. На выставке посетители могут увидеть и современный взгляд на Крым с помощью представленных работ известного художника Ленура Велиляева. На серии его картин изображены архитектурные достопримечательности и колоритные старинные улочки Крыма. Почему такая тематика? Потому что само по себе культурное учреждение «Дворец замок Ласточкино гнездо», оно имеет такую просветительскую, что ли, миссию, да? Поэтому и родилась такая идея организовать выставку именно в такой тематике, так как предстоял вот сегодня праздник, да, День крымско-татарского флага, в этом же месяце религиозный праздник Курбан-Байрам. Поэтому, чтобы были наиболее узнаваемые крымско-татарские мотивы, оттенки, колорит, было принято решение, что на выставке будут представлены разные уголки нашего Крыма, которые бы явно показывали бы именно крымско-татарскую тематику. Отметить День крымско-татарского флага в такой обстановке и посетить выставку для гостей стало настоящим праздником, а также поводом посетить одну из самых красивых достопримечательностей Крыма – замок Ласточкино гнездо. Спасибо за проведение такого мероприятия. Живя здесь в Ялте 14 лет, первый раз оказалась внутри, просто очень интересно было. И очень приятно, что дети наши и танцуют, и интересуются, и везде участвуют. Для нас это для нашего народа очень приятно. Лично я очень рада, что попала сюда. Рада, потому что не забываем такие праздники. Сегодня День крымско-татарского флага. И хотелось бы, чтобы каждый раз это было отмечено, этот день. Очень рада была познакомиться с художником Ленуром Велиляевым и посмотреть его работы. Я участвовала в мероприятии, и мне очень запомнились вещи, которые старые крымско-татарские, и очень понравились картины.